Чувашские власти задумываются над введением электронных пропусков на автотранспорт. Об этом сегодня в Рио глава республики Олег Николаев сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Руководитель региона отметил, что в связи с приостановкой межмуниципальных рейсов, к слову, сейчас эту функцию на себя взяли межрегиональные перевозчики, увеличилось число нелегалов, которые не прочь доставить жителей республики в любой район и село. Таким образом, контролировать передвижение граждан по территории республики становится сложнее. Олег Николаев считает, что электронные пропуска, которые будут выдаваться организациям, осуществляющим перевозки, поможет решить этот вопрос. Огорчает то, что таким образом поступают отдельные нерадивые, я даже не знаю, как их назвать, предприниматели или дельцы, прежде всего в части незаконных пассажирских перевозок. И вот эти все моменты, они, конечно же, подвигают к опасности распространения инфекции, с одной стороны. Но самое главное, вот надо, я прежде всего обращаюсь к тем людям, хочу сказать, что вот вы, уважаемые наши, я не знаю, товарищи, наверное, все-таки, да, вы подвергаете к опасности не только себя, но и, значит, ваших близких. И призываю всех к сознательности и неукоснительному соблюдению всех необходимых мер безопасности, которые предписаны нашими службами. Также на заседании оперативного штаба затронули вопрос дезинфекции транспорта. К сожалению, санитарные меры соблюдают не все перевозчики. Об этом сообщают сами пассажиры. Контролировать уборку в маршрутках и автобусах будет теперь ответственная группа. Возобновить прием пациентов планируют закрытые на карантин столичные медучреждения, где были выявлены очаги COVID-19. Двери стационара и поликлиники городского клинического центра, а также второй городской больницы откроются на следующей неделе. После заключительной дезинфекции организации начнут работать в штатном режиме. Для лечения больных коронавирусом в Чувашии к концу месяца планируют завести первую партию аппаратов ИВЛ. Олег Николаев отметил, что также важно не забывать и о земляках, находящихся за рубежом. Около 200 человек сейчас проводят вынужденную самоизоляцию в разных странах. Руководитель региона отметил, что предпринимаются все меры, чтобы их вернуть домой. Так, на днях удалось помочь семье из 4 человек из Новочебоксарска. Они прилетели из Гонконга в Казань. Сейчас они находятся в соседней республике в обсерваторе.